Маланзия Виктор Ильич, кандидат биологических наук, доцент, проректор Абхазского государственного университета. В 1981 году окончил биолого-географический факультет АГУ, получив квалификацию биолога-химика. В 1985-88 годах обучался в аспирантуре Киевского государственного университета. В 1991 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте зоологии Академии наук Украинской ССР на тему «Орнитофауна Абхазии и ее охрана». С 1989 года работает в Абхазском государственном университете на разных должностях. Доцент кафедры ботаники и зоологии, декан биолого-географического факультета. С 2002 года проректор по учебной части. Виктор Ильич Маланзия – автор более 60 научных работ, член ученого совета Географического общества Абхазии, Международного Мензибировского орнитологического общества при Российской академии наук и Союза охраны птиц России. Виктор Маланзия – заслуженный работник Высшей школы Республики Абхазия и является организатором нескольких международных конференций по проблеме многообразия Кавказа. Виктор Ильич, насколько мне известно, Организация Объединенных Наций установила Международный день биологического разнообразия. Более того, 2010 год был объявлен годом биологического разнообразия. Есть еще и Конвенция о биологическом разнообразии. Видимо, все это говорит о том, что в природоохранной сфере проблема сохранения биологического разнообразия момент ключевой. Насколько эта проблема актуальна для Абхазии? Ну, абсолютно точно. Дело в том, что проблема биологического разнообразия уже достаточно давно вышла за рамки чисто биологической научной проблемы, а приобрела всеобщий характер. И сам факт того, что рассматривается и принимается документы, имеющие международное значение на уровне Организации Объединенных Наций, других международных структур, заключаются международные договора. Это говорит уже о значимости вообще самой этой проблемы. Что касается биологического разнообразия нашей страны, ну, известно, что наша страна находится в очень благоприятных природно-климатических условиях, и за период становления нашей природы здесь сконцентрировалось огромное количество видов, причем ряд из них являются уникальными, не встречающимися ни в одной другой точке Земли. И, конечно, задача и нашего государства, и нашего общества сделать все, чтобы эти виды сохранились. Но прежде чем перейти к их сохранению, в первую очередь надо изучить. Этим мы и занимаемся. И вот мы на протяжении последних десятилетия провели 4 конференции по биологическому разнообразию Кавказа, включая и разнообразие Абхазии. Это как раз таки подчеркивает о том, что эта проблема для нас актуальна, и мы стараемся участвовать в ее решении. Спасибо большое. Абхазия и Кавказ в целом, это понятно, что не Сибирь, не европейский север, поскольку есть понятие основных центров биологического разнообразия. Наш регион входит, является одним из основных. Ну вот как раз таки сегодня я буду говорить и об этом тоже. Дело в том, что есть центры биологического разнообразия, центры видообразования и многообразия. И большинство горных стран, крупных горных стран мировых, они относятся к числу, где сама природа сосредоточила огромное количество разнообразных видов живых организмов. И Кавказ не является исключением. И если сегодня говорить о уровне разнообразия Абхазии и Кавказа в целом, то ее можно сравнить с разнообразием
таких регионах, как тропические, влажные тропические леса. Считаются территориями, характеризующимися наибольшим разнообразием в мире. И этот вопрос как раз-таки сегодня мы постараемся обсудить с нашими студентами. Вот. И последний мой вопрос. На территории нашего телевидения я очень часто слышу, как щебечут птицы. Кстати, их, кажется, очень много. Там растительность очень интересная, вообще сказочные деревья, и птицы часто поют. И даже на проспекте Мира, где я живу, днем, правда, движение транспорта очень сильное, ничего не услышишь. Но рано утром мы слышим, как птицы поют. Это повод для оптимизма? Конечно, это повод для оптимизма. Вообще, один из моментов, который входит в систему охраны, да, это эстетическое значение растительного и животного мира. Ну и, конечно, птицы нас вдохновляют, когда рано утром встаешь, открываешь окно и слышишь птичье разноголосие. Это добавляет нам настроение и желание жить и трудиться. Спасибо большое. Мы давно планировали вашу лекцию, с удовольствием ее послушаем. Здравствуйте. Добрый день, друзья. В эфире кафедра лекции на абхазском телевидении. И сегодня мы вас хотим обрадовать новой лекцией. Гость нашей программы – кандидат биологических наук, биолог-орнитолог, доцент Абхазского государственного университета, проректор нашего вуза Виктор Ильич Маландзе. Дорогие ребята, дорогие наши студенты, сегодня наша лекция посвящена биологическому разнообразию. Ну, биологическое разнообразие, само название, термин, да, биология, говорит о том, что это имеет отношение непосредственно к биологии, да? Но сама проблема, которая формулируется как биологическое разнообразие, давно вышла за рамки чисто биологической, чисто научной проблемы, а приобрела очень широкое трактование. И подтверждением этому является целый ряд документов, в том числе и международных документов, которые выводят эту проблему из чисто научной, делая ее всеобъемлющей. Вот основные международные документы. Это сделана некоторая выборка, которая характеризует значимость этой проблемы. Во-первых, такой вехой в придании международной значимости проблемы изучения и сохранения разнообразия стало создание Международного союза охраны, значит, природы и природных ресурсов. Затем создание, разработка Красной книги, Международной Красной книги. Программа по окружающей среде, само понятие биологическое разнообразие было впервые активно введено в научный и общественный оборот на конференции ООН в Стокгольме. Конвенция по международной торговле видами дикой флоры и фауны. Наконец, конвенция по сохранению мигрирующих видов. То есть это те предпосылки, которые привели к тому, что в 1992 году на конференции ООН в Рио-де-Жанейро была принята Конвенция о биологическом разнообразии. Вот нужно сказать следующее. Это очень серьезный документ. Сразу на этой конференции ее подписало 180 стран. В дальнейшем к конвенции присоединились практически все страны мира, за исключением 5 стран, включая и Соединенные Штаты Америки, которые очень часто отказываются от каких-то международных
международных соглашений, преследуя некие свои геополитические цели. На этом слайде вы видите только небольшую выдержку преамбулы к этой конвенции. Что она означает? То есть биологическая ценность – это неприходящая ценность биологического разнообразия во всех ее проявлениях. Это экологическая, генетическая, социальная, экономическая, научная, воспитательная, культурная, рекреационная и эстетическая. Очень важными пунктами этой преамбулы является то, что государства обладают суверенным правом на распоряжение своими биологическими ресурсами. И еще право есть, но есть обязанность. Государства несут ответственность за сохранение биологического разнообразия. То есть вот эти документы и подобного рода документы делают эту проблему действительно международной и включают в ее решение не только узкий круг специалистов, ученых, которые занимаются изучением каких-то частных вопросов, а подобного рода документы позволяют вовлечь в этот процесс достаточное количество и специалистов, ученых самых разных направлений и областей, включить в этот процесс общественность, включить в этот процесс в конечном итоге государственные структуры, которые берут на себя те или иные обязательства. Ну, говоря о биологическом разнообразии, хочется, а что же все такое, что же представляет из себя это биологическое разнообразие? Вот Всемирный фонд охраны дикой природы дал вот такую формулировку биологическому разнообразию, которая достаточно проста. Биологическое разнообразие объединяет все многообразие проявления жизни, включая основные биологи, географы есть, знаете, да, это животные, растения, грибы и микроорганизмы. То есть все живые организмы на Земле, где бы они ни обитали, включает все биологическое разнообразие, мировое биологическое разнообразие. Уровни биологического разнообразия. Когда мы говорим, давайте с вами вспомним, что есть такое понятие, как уровни организации живой материи. И мы говорим о самом, низком уровне, да, молекулярно-генетический уровень, потом, клеточный уровень, дальше онтогенетический уровень, популяционно-видовой уровень, экосистемный уровень и биосферный уровень. Так вот, для характеристики биологического разнообразия принято 3 уровня. Это генетическое, видовое и экосистемное разнообразие. Почему выбраны именно эти 3 уровня? Это не так просто, это связано с тем, что именно на эти уровни организации живой материи, их изучение и сохранение является основой для сохранения всего многообразия. Ну, давайте попробуем расшифровать, что из себя представляет каждый из этих уровней. Генетическое разнообразие. Генетическое, как вы знаете, любой вид, да, обладает неким генофондом, да, и этот генофонд, он сам по себе уникален, не похож ни на один другой генофонд. Поэтому разные виды отличаются друг от друга, иногда совсем незначительно, чаще всего, что отличаются очень серьезными внешними морфологическими и внутренними анатомическими признаками. Так вот, каждая форма, она уникальна сама по себе. И потеря даже одного вида приведет к потере огромного количества генотипов, которые могли бы быть полезны в будущем. Сегодня мы очень часто не знаем те свойства тех или иных организмов и те признаки, которые они несут. В будущем эти признаки
или которые закодированы в генотипе, они могут быть полезными и для человека, и вообще для сохранения всего биологического. И таких примеров достаточно много. Сегодня, когда активно развиваются такие направления, как биотехнология, генная инженерия, ряд других, биоэнергетика, знания о генотипическом составе той или иной популяции, они очень важны. В то же самое время, по оценке экспертов, сегодня расшифрован всего менее 1% тех генотипов уже известных живых организмов. То есть мы знаем, сегодня в этом плане стоим на самом начальном пути своего развития. А знание генотипического состава, знание генетического кода человека, оно очень важно. Кстати, генетический код человека, вы знаете, уже расшифрован, и сегодня это позволяет решать целый ряд задач, в том числе и в области здравоохранения, в частности, в проблемах борьбы с различными врожденными заболеваниями. Второй уровень разнообразия – это видовое разнообразие. Это все то многообразие видов, которое населяет Землю. Вот основное время мы как раз-таки сегодня посвятим этому видовому разнообразию. Ну и, наконец, экосистемное разнообразие. Дело в том, что виды, гены, они не существуют изолированно, они существуют в взаимосвязи с другими живыми и неживыми объектами природы. И вот эта вот взаимосвязь, сохранение этой взаимосвязи является как раз-таки и сохранение всего многообразия жизни на Земле. Какие ключевые стратегии, которые предполагает Конвенция о биологическом разнообразии? Две основные стратегии – изучить и сохранить. Прежде чем сохранить, мы должны знать, что сохранять. Естественно, у вас сейчас, наверное, возникнет вопрос. 92-й год, 20-е столетие, именно в это время, очевидно, наиболее активно развивалась наука о биологическом разнообразии. Оказывается, нет. Дело в том, что накопление знаний о биологическом разнообразии, оно происходило всегда с времен зарождения человечества. И уже, скажем, Аристотель, которого мы знаем как древнего философа, да, который касался многих вопросов жизни, общества и так далее, и он в своих философских трактатах, и в частности в одной из его известных книг «История животных», уже тогда он описал 100 видов живых организмов, в частности животных. И что интересно, уже тогда он представлял природу не как нечто разрозненное, а он представил свои представления о том, как живой и неживой мир связан. И вот эта вот иерархия, в которой выстраиваются различные группы живых организмов, была названа лестницей Аристотеля. В последующем, практически весь период он характеризуется активным изучением тех или иных живых организмов, и можно называть многих и многих ученых, которые внесли вклад в его изучение. Это и Чезальпино, это и Джон Рей, это и Турнефор, это и Шарль Боне, и Ламарк. Вот, кстати, идея Аристотеля, она вот отражается уже в лестнице Боне, в представлениях о эволюционном процессе, которая была предложена Ламарком. Существенный вклад в изучение разнообразия и вообще системного подхода к этому вопросу внес известный ученый, швейцарский ботаник де Кандоль. Ряд других ученых, это и Сент-Илер, и Кювье, сделали немало для понимания системного подхода в изучении
жизни на Земле. Но вот хотелось бы остановиться немножко на Линнее. Линней считается, что он является основателем вообще систематики. Хотя и до него описывались новые виды, описывались, значит, достаточно большое количество видов было описано и до него. Но важным является следующее, что он ввел бинарную номенклатуру. Это двойное название, вы знаете, да, любое, это международное двойное название видов, да, первое родовое, второе видовое название. И это позволило создать систему, понятную всем. И что самое интересное, этот принцип, который был предложен Карлом Линнеем, мы пользуемся им до сих пор. И независимо от того, на каком языке мы осваиваем науку, если есть латынь, и если есть латинское название вида, двойное название вида, мы легко узнаем и легко понимаем, о чем идет речь. Ну и у Линнея много заслуг, я не буду перечислять их. Дарвин, да, которого много критикуют, но тем не менее Дарвин обобщил те знания, которые были накоплены к тому времени, и сумел сформулировать эволюционную теорию. С ней можно спорить, ее можно не принимать, но сама идея эволюционного развития и идея взаимосвязи всех живых организмов на Земле, которую отстаивал Чарльз Дарвин, она остается, ее признают практически все. Кстати, должен сказать, что Дарвин, если, значит, такая короткая автобиографическая справка. Он в юности, в молодые годы участвовал в своей жизни всего лишь в одной экспедиции. Вот на этом корабле Бигль вокруг света. Написал книгу. Всю оставшуюся жизнь он провел в своем, значит, поместье недалеко от Лондона, не выезжая никуда. Даже в Лондон он всего лишь 1 или 2 раза съездил. Но вот эта его поездка в юные годы, участие в этой экспедиции поразило его многообразием жизни. И стала вот той основой, которая позволила ему в последующем сформулировать теорию о происхождении видов. Можно продолжить этот список, и Геккель, и предложил целый ряд интересных вещей. Вот наступил 20 век. 20 век – это век, когда активного очень изучения разнообразия видов. И вот здесь вот некоторые примеры на этом слайде, которые говорят о том, насколько активно шло изучение. С 900 по 941 год было открыто только 15 крупных, значит, животных. А что значит крупное животное? Это животное, которое заметно, и, казалось бы, уже давно его должны были знать. Тем не менее, оно было неизвестно науке. Могу вам сказать следующее. Это мы говорим, там, сумчатый тигр, допустим, в Австралии, там, медведь, кадьяк на Аляске, горная горилла в Африке и так далее. Но дело в том, что мы знаем, что у нас на Кавказе, и в частности в Абхазии, обитал кавказский зубр, о котором наши предки знали давно, охотились на него. Тем не менее он сохранился. Сохранился фактически до начала 20 века. И в 1927 году был добыт последний крупный, самый крупный зверь Кавказа. Это кавказский зубр. При этом науке этот вид стал известен в конце 19 века. С тех пор, как его ученые описали, до того, как был убит последний зубр, прошло чуть более 30 лет. То есть вот такой вот короткий период, да? Хотя население, местное население, естественно, знало это животное, но для науки он стал известен только в это время. Ряд видов птиц было описано за этот период, другие виды животных. Сегодня можно сказать, что ежегодно описывается более 100 различных видов новых животных. И, естественно, возникает у нас вопрос. Если ежегодно описываются все новые и новые виды, а сколько их вообще? И начали ученые задумались, сколько нам известно, да,
из чего нам неизвестно. И вот пришли к интересному выводу. Вот на этой такой схемке очень простой показаны основные группы организмов Земли, и вот заштрихованным коричневым цветом показано, что мы знаем, сколько мы знаем видов, а вот светлым экспертные оценки ученых, сколько их на самом деле. И вот, скажем, вирусы, да, самая верхняя строчка, нам известно не более несколько сот вирусов, да, при этом общая по экспертной оценке вирусов на Земле существует не менее 1000 видов. Самая большая группа среди всех животных — это насекомые, вот самая последняя строчка. В настоящее время описано не более 1,5 миллиона видов. На самом деле, по экспертным оценкам, их 8 миллионов. То же самое можно сказать и о других организмах. Вот если посмотреть на эту схему, то мы увидим, что наиболее хорошо изучены высшие растения, да, и достаточно хорошо изучены позвоночные животные, то есть это крупные животные. Зато мы плохо знаем мелких животных. Таким образом, значит, ученые пришли к выводу, что посчитали, да, и известно науке, или как принято в науке говорить, валидно, приблизительно от 1,75 до 2,5 миллионов живых организмов. И здесь сюда входят все живые организмы. Животные, растения, грибы, микроорганизмы, вирусы. Экспертная оценка специалистов, разных специалистов, использующих разные модели, включая и математические модели, оценивает общее биологическое разнообразие от 10 до 30 миллионов. То есть, если сравнить эти цифры, оказывается, что мы знаем приблизительно от 20% до значит, там, 5% всех известных видов на Земле. Речь идет о диких представителях дикой флоры и фауны, да? Но дело в том, что мы знаем, что человек на протяжении своей жизни создавал свое разнообразие, выращивая, получая новые сорта растений и получая новые породы животных. И вот разнообразие, созданное человеком. Например, в филиппинском банке, который называется гермопласт, хранится 70 тысяч сортов, значит, культурных и 2000 вида сортов диких форм риса. То есть это то разнообразие, которое создает человек, создавал человек. И сохранение разнообразия, созданное человеком, оно имеет очень также важное значение. Мы часто слышим от наших соотечественников, особенно тех, кто живут в селах, что утрачены абхазские сорта винограда, утрачены абхазские сорта плодовых, овощных культур. Это да, многие их нужно сохранять, их нужно оставлять для потомка, потому что они несут свои свойства, обладают своими свойствами, которые могут оказаться очень нужными и пригодными сегодня или в будущем. Теперь вот как это, вот мы говорим, разнообразие Земли, как оно вообще распространяется, везде ли все так многообразно, да? Вот на этой карте показана карта мира, да, и вот распределение, глобальное разнообразие сосудистых растений. Если вот вы посмотрите на эту шкалу, то вы увидите, что вот светлые, более светлые тона — это небольшое разнообразие, где обитает менее 100 видов, значит, растений на 10 тысяч квадратных километров. Вот эти в красные тона окрашены, значит, наиболее богатые, да, регионы. Если посмотреть на эту карту, мы можем увидеть, что от полюсов к экватору биологическое разнообразие увеличивается. Да?
при этом наибольшим разнообразием характеризуются тропические районы земного шара. Это Южная Америка, Африка и Юго-Восточная Азия. А если посмотреть на наш Кавказ, на Абхазию, какое разнообразие здесь? Если посмотреть по этой шкале, мы увидим, что уровень разнообразия, биологического разнообразия сосудистых растений составляет от 300 до 400 тысяч видов на 10 тысяч квадратных километров. И это действительно так. Благодаря работам нашего ботанического сада, вообще исследователей ботаников, составлен достаточно полный список растений, произрастающих в Абхазии, который включает более 2000 видов. Конечно, это не полный список, я думаю, со временем количество видов будет увеличиваться. Но если это естественных видов растений, а если к ним добавить еще то, что привезено сюда, то есть интродуцировано, то, что случайно завезено, и мы знаем целый ряд сорных растений, то количество этих видов в значительной степени увеличится, их будет значительно больше 3000. Та же самая картина наблюдается и для животных. Вот глобальное биоразнообразие. И то же самое мы видим, Кавказ относится к территории с наиболее высоким разнообразием. Несколько уступает он тоже только лишь тропическим районам, которые характеризуются. И та же самая закономерность. От полюсов к экватору видовое биологическое разнообразие увеличивается. Исключение составляют вот эти вот желтые пятна в Африке. Это ж пустыня, да, и в пустыне, естественно, разнообразие значительно ниже. То есть биологическое разнообразие в значительной степени зависит от природно-климатических условий. Но не только от этого, я не буду вдаваться сейчас в детали, есть исторические факторы, которые тоже оказывают существенное влияние на биологическое разнообразие. Ну, это табличка, которая говорит, как раз таки здесь приводятся страны тропического пояса, умеренного пояса климата, показаны цифры, количество млекопитающих, и она вот отражает как раз таки то, что было на карте. В тропических районах разнообразие выше, в умеренных широтах оно значительно ниже. Я думаю, что интереснее узнать, что все-таки у нас в Абхазии, да, происходит. И вот мы провели такой сравнительный анализ, который позволяет сравнить нашу фауну, причем мы взяли не все разнообразие, а взяли только небольшую группу живых организмов, которыми непосредственно занимаемся мы, это группа позвоночных животных, каково разнообразие Абхазии. И если взять различные таксономические единицы, вы помните, да, тип, класс, отряд там, и так далее, да, то есть если взять, чем больше таксономическая единица, тем выше разнообразие. Из 4 классов позвоночных животных мировой фауны все 4 класса встречаются у нас. Когда мы опускаемся на уровень отряда, процент уже сокращается. Из 55 у нас встречается только 32, да? Но зато если сравнивать с Кавказом, цифра получается соразмеримая, почти такая же. И, наконец, доходя до видового разнообразия, значит, этот процент составляет всего лишь 1,7. Но давайте сравним территории. Это весь мир, а это маленькая Абхазия, территория которой составляет всего лишь сколько? 8,7 тысяч квадратных километров. Да? Для того, чтобы не сравнивать с большим миром, мы решили сравнить с более небольшими территориями и взяли некоторые районы Кавказа. Да? Кавказ в целом, и вот Азербайджан, Армения, Краснодарский край, включая Адыгею и Абхазия. Если сравнить площади, мы видим, что, конечно, мы уступаем по площади в 10 раз, например, меньше, чем Краснодарский край или там Азербайджан. Но если посмотреть уровень биологического разнообразия, мы увидим, что именно Абхазия характеризуется высоким уровнем разнообразия практически среди всех групп позвоночных
позвоночных животных, начиная от амфибий, да, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие. Вполне соразмеримые цифры. Теперь, если рассмотреть территорию Абхазии в целом, то все так одинаково? Нет. Мы знаем, что наша территория – это горная страна, в которой выражен хорошо высотно-поясной спектр. Большинство биологов выделяет вот такой спектр, да, приморские низменности, предгорья, пояс горных лесов, субальпийский, альпийский пояс, ну и невальный пояс. Если сравнить разнообразие в этих поясах, мы увидим, что здесь наблюдается другая закономерность. По мере продвижения с низменности в горы видовое разнообразие уменьшается. Вот на приморских низменностях 133, потом чуть увеличивается в предгорьях до 61 вида, и затем сокращается, активно и в альпийском поясе обитает только 28 видов. Такая закономерность, она выявлена для позвоночных животных, но она характерна и для других видов живых организмов. Имеется в виду и растения, имеется в виду и беспозвоночные животные, и другие группы живых организмов. Теперь перейдем к другому вопросу. Мы говорили о изучении, да? Вот стратегия изучения. Вторая стратегия – сохранения. Да? Если говорить, значит, о изученности, мы сегодня с вами вроде бы познакомились, что в целом мы знаем много, но недостаточно для того, чтобы делать какие-то сверхзаключения. Поэтому задача этой конвенции, о которой мы говорим, заключается в активизации исследовательской работы. Надо изучать, надо открывать и описывать новые виды, надо изучать их экологию, надо изучать их современное состояние, надо изучать динамику, смотреть, увеличивается численность или уменьшается, и решать ряд других вопросов. Второй вопрос – сохранение. Почему стал вопрос сохранения? Дело в том, что ученые пришли к выводу, что идет сокращение видового разнообразия, а раз видового, значит и генетического разнообразия. Исследования, которые проводились самыми разными методами, показывают, что процесс вымирания, сам как процесс, он является таким же естественным процессом, как и процесс образования новых видов. То есть проходят какие-то исторические периоды, одни виды естественным образом заменяются другими или полностью исчезают. Но было выяснено, что этот процесс, казалось бы, происходит постепенно. Но в истории, а вы знаете, что история, биологическая история Земли, она продолжительная, составляет 3,5 миллиарда лет. Да? Мы знаем, Земля, возраст Земли 4,5 миллиарда, а жизнь на Земле существует 3,5 миллиарда. И вот за эти 3,5 миллиарда возникали периоды активного вымирания видов. И наиболее активные периоды, их было выделено 5. И вот здесь, вот на этом графике показаны вот эти вот пики. Это вот пики активного вымирания видов. Каждая из них получила свое название. Самое древнее – это ордовикско-силурийское вымирание, очень массовое, которое привело к вымиранию 95% живых организмов, а в то время жили только морские, да, были водные организмы, одноклеточные, появились уже многоклеточные. Наиболее известное всем, да, и начиная с детского сада,
о том, что вымерли динозавры, да? А вот динозавры у нас вымерли 65,5 миллионов лет назад в период так называемого палеогенового вымирания. В этот период. Но мы знаем, что вымерли динозавры, потому что остались там какие-то костные остатки, да, и их находят, и палеонтологи изучают их. Но кроме динозавров в этот период вымерло огромное количество других организмов, следы которых либо пока неизвестны человеку, либо они просто-напросто не сохранились. Так вот, наиболее близкое к нам вымирание, это вот приблизительно 33 миллиона лет назад. Но ученые сегодня говорят о другом. Говорят о том, что в последние годы, не годы, а, наверное, столетия, да, начался новый этап. Скорость вымирания живых организмов начала возрастать. И эти выводы сделаны не просто, значит, как бы умозрительно, есть факты. Вот просто-напросто некоторые данные сегодняшнего дня. Я выделил специально желтым, чтобы вы вот могли прочитать. Ежесуточно, безвозвратно исчезает до 100 видов живых организмов. Это очень много. Да? Я уже не говорю о сокращении лесов и так далее, и так далее. То есть это значит, что исчезает вид, исчезающий навсегда, со своим генотипом, со своими свойствами, со своими признаками. Данные, которые можно анализировать. С 1600 года в мире было зарегистрировано вот это вот количество вымерших видов. Причем здесь даются материки, острова и так далее. Что самое важное в этом, что это процесс, который является неестественным. То есть это не некие циклы, которые наблюдались раньше. Основная причина вымираний антропогенная, то есть человек приводит к вымиранию видов благодаря своей деятельности. И эта деятельность, она может быть разная. Да? Это деструкция места обитания, это прямое преследование. Наш кавказский зубр пострадал из-за чего? Из-за того, что он был большим, из-за того, что на него охотились. Его просто-напросто. Стеллерова корова, да, известное животное, морское животное, которое в свое время, оно было очень доброе и подпускало человека, ее просто в течение короткого времени забили этими буграми моряки для того, чтобы получить мясо. Когда Колумб открыл Америку, там обитала такая птица, как странствующий голубь. Причем количество популяции было огромным. Когда начиналась осенняя миграция, и птицы начинали двигаться из северного части континента в южное, по рассказам, значит, описанным рассказам очевидцам, небо полностью закрывалось этими птицами. Пришли колонизаторы, да, или осваивая эту территорию, и за 150 лет полностью уничтожили этот вид. И вид сегодня перестал существовать, за исключением нескольких чучел, которые хранятся в зоологических музеях, некоторых центральных зоологических музеях. То есть человек начал оказывать серьезное воздействие на окружающую среду. И дальнейшее вот это воздействие может привести к серьезному сокращению биологического разнообразия. И здесь опасность заключается не просто в том, что какой-то вид исчез. Да, это очень серьезная потеря. Что может начаться период, как вот, по принципу домино, когда падает одна шашка и тянет за собой все остальное. Может случиться процесс, который приведет к сокращению такого количества видов, которое изменит экосистемы
И в конечном итоге это приведет к разрушению среды обитания не только этих живых организмов, но и нас с вами, то есть человека. И вот эту опасность, та опасность, о которой сегодня говорят ученые и специалисты. Ну вот здесь есть слайды по Америке, я думаю, что это не интересно вам. Вот современное представление. Для того, чтобы все-таки каким-то образом с этим бороться, составляются, изучаются живые организмы, изучается их динамика, то есть проводится мониторинг. И это вот одно из направлений, которым занимаются специалисты. Они изучают динамику тех или иных популяций и динамику тех или иных видов. Собственно говоря, это то, чем занимаемся мы с вами, биологами, там, биохимики в какой-то степени имеют к этому отношение, да и вообще все люди должны в какой-то степени участвовать в этом процессе, независимо от их специальности, независимо от их профессии. Вот на этой шкале приблизительное число видов и сколько из них сегодня находятся в угрожающем состоянии. И посмотрите, какие проценты. Некоторые виды, некоторые группы, да, составляют до 68, а то и до 79% целой группы относятся к категории вымирающих видов. И вот эта опасность есть. Должен сказать и вы знаете, эта статистика ведется благодаря красным книгам. Первая красная книга, международная красная книга, вышла в 1963 году. После этого появились национальные красные книги, региональные красные книги, которые обновляются практически постоянно. Какие-то виды, благодаря действию человека, привели к тому, что их исключают из красной книги, потому что их состояние улучшилось. И такие примеры есть, например, там кавказский тетерев, который был на грани исчезновения, но благодаря организации заповедников и национальных парков и численность его стабилизировалась, и его там исключили из красной книги. Да? Но введение красной книги – это один из инструментов, который позволяет, во-первых, вести учет, а во-вторых, принимать соответствующие решения. И если Красная книга международная носит рекомендательный характер для государств, то национальная Красная книга – это документ, регламентирующий действия государственных, негосударственных структур в отношении того или иного вида. То есть он принимает форму закона. Вот здесь я бы хотел сказать буквально несколько слов. К сожалению, до сих пор нет Красной книги Абхазии. Ее разработка просто необходима. И специалисты сегодня, работающие в области, занимающиеся изучением животных, растений, других групп, они сегодня занимаются этой разработкой. Составлены предварительные, собраны предварительные материалы. И мне хочется верить, что совместными усилиями через какое-то время у нас появится первое издание Красной книги Абхазии. А поверьте мне, что количество есть у нас что охранять. Среди видов растительности нашей у нас несколько десятков видов растений, которые встречаются только в Абхазии и больше нигде во всем мире. Есть виды с точечным ареалом. Вот вид, который обитает только лишь на одной скале площадью там 200 квадратных метров. И больше в мире нигде нет. Это, например, колокольчик парадоксальный, который растет в Бзыбском ущелье. Анея ястребинковая, которая растет у Гекского водопада. И ряд других, видов, которые находятся в таком состоянии. И здесь
это просто наша обязанность сделать так, чтобы эти виды сохранились. С одной стороны, и здесь мы выходим и на политику, потому что сегодня в мире отношение к государству оценивается по целому ряду критериев. И один из важных критериев, как общество и государство относятся к тому богатству, которым оно располагает. В данном случае биологическому богатству, к биологическому разнообразию. Поэтому я считаю, что, конечно, необходимо провести целую серьезную работу, чтобы включиться в эти международные процессы, связанные с разнообразием. Неформально мы включены в этот процесс, но надо постараться сделать, чтобы наше участие стало формальным, чтобы наше государство было признано во всем мире, и чтобы мы могли подписывать документы такого уровня, как международный документ, как Международная конвенция по биологическому разнообразию, и брать на себя, не просто участвовать, но брать на себя ответственность за сохранение тех или иных видов. Я на этом, наверное, завершу. Хочу сказать следующее, что проблема разнообразия, она столь многогранна, и мы сегодня только лишь прикоснулись каким-то это небольшое прикосновение. У вас, у студентов наших, есть возможность более детально изучить какие-то отдельные направления, потому что проблемы биоразнообразия, еще раз говорю, они выходят за рамки чисто биологической науки, они выходят на проблемы биополитики, биоэтики, экономики. Есть такое направление, как экономика биоразнообразия. И там как раз таки биологи, экономисты должны рука об руку работать и решать эти задачи. Биоэтика — важный момент, который сегодня вообще активно развивается, это направление. Ряд других направлений, о которых можно и нужно говорить. Это работы такого глобального характера, которые посвящены проблемам глобальной проблеме биологического разнообразия. Ну и к этому хочу добавить целый ряд, сборников трудов, которые посвящены тоже проблеме биологического разнообразия, но уже не глобального, а регионального. Это биологическое разнообразие Кавказа, там 4 тома есть, и другие сборники, которые издаются в нашем университете. Вы говорили о том, что в настоящее время скорость вымирания видов растет. Что служит основной причиной этого? Здесь несколько причин, здесь не может быть одной причины. Одну из причин, и, наверное, самых важных я уже назвал, это антропогенное, присаживайся, это антропогенное воздействие, это усиливающаяся хозяйственная деятельность на экосистемы Земли. Причем этот процесс, это воздействие, оно растет очень быстро, с нарастающей, и скорость возрастания этого воздействия, она как раз таки и приводит к скорости вымирания. Но кроме этого мы знаем и другие проблемы, которые сегодня волнуют человечество, это глобальные изменения климата. Да? А глобальные климатические изменения, это как раз таки один из тех факторов, которые воздействуют в первую очередь на биологические системы, на биологические организмы. И сегодня дискуссия о том, что является причиной глобальных изменений климата, это воздействие человека или это некие глобальные циклы, да, космические циклы. А эта дискуссия продолжается. И сегодня мне бы не хотелось утверждать, что во всем виноват только человек и его деятельность. Но мы сегодня можем только констатировать факт. Мы говорим, что увеличивается, точно знаем, что на это влияет деятельность человека, но какие еще факторы, да, ускоряют этот процесс, эти исследования, конечно, нужно проводить. Вы перечислили эндемичные виды растений на территории Абхазии. Имеются ли эндемичные виды животных у нас?
Значит, есть у нас эндемичные виды животных, причем уровень, ну, есть такое понятие, как уровень эндемизма. Среди животных, обитающих на территории Абхазии, есть эндемичные виды разного уровня. Есть эндемики колхиды, да, есть эндемики Кавказа и есть эндемики Абхазии. Вот я могу вам сказать, что буквально в прошлом году была описана новая форма ящерицы, которая была названа мюссерской ящерицей. Это вид, который обитает на мюссерских холмах, и небольшая популяция в районе Гагры. Больше нигде пока этот вид не найден. И скорее всего мы с полной уверенностью можем отнести этот вид как раз таки к эндемикам Абхазии. Но есть целый ряд видов, которые являются эндемиками большей территории. Например, такие известные виды, о которых я сегодня упоминал, это кавказский тетерев, кавказский улар, кавказская пеночка. Это все эндемичные виды, характерные либо для всего Кавказа, либо для Западного Кавказа. Здесь нужно отметить, но это отдельная тема эндемизма, ей можно посвятить несколько лекций, но вот хотелось бы сказать, там тоже есть такая закономерность, зависящая от подвижности организма. Чем менее подвижен организм, тем, значит, в группах, где организм менее подвижны, тем выше уровень эндемизма. Поэтому, скажем, среди амфибий уровень эндемизма выше, чем у птиц и млекопитающих, потому что в меньшей степени происходит обмен генотипами из разных районов. Они живут более замкнуто, более хорошо работают механизмы изоляции, географической и экологической изоляции. Видов достаточно много эндемичных. Среди беспозвоночных, среди насекомых целый ряд видов, которые можно отнести в полной мере к эндемикам. Скажите, пожалуйста, какие проводятся мероприятия для сохранения именно исчезающих видов животных и растений у нас в Абхазии? Я вот не коснулся этого вопроса, да, мы все больше о негативном говорил, вымирание, страшное и так далее, но дело в том, что существует уже целый ряд, целый комплекс отработанных методов, которые способствуют сохранению того или иного вида, редкого вида. Но одна из наиболее эффективных средств сохранения вида – это создание особо охраняемых природных территорий. И я вот должен здесь так с гордостью, да, заявить, что наша страна по количеству национальных парков и заповедников, она занимает одно из первых мест среди, а если быть более точным, первое место среди стран бывшего Советского Союза. У нас уже сегодня 10% территорий относятся к категории особо охраняемых. Это позволяет сохранить не только конкретный вид, а это позволяет сохранить весь комплекс живых организмов, населяющих эту территорию. Есть планы по расширению особо охраняемых территорий. Вы, наверное, слышали, это было озвучено и на телевидении несколько раз, о создании Кодорского национального парка. Если этот парк будет создан, то процент, значит, площади, которыми покрыты охраняемые территории, еще более увеличится, и это позволит действительно сохранить уникальную природу, значит, Абхазии. Я бы не хотел бы, чтобы вы или кто-либо еще подумал, что мы призываем к тому, чтобы уйти в пещеры, да, и перейти к ведению натурального хозяйства. Но есть сегодня в мире разработаны такие формы природопользования, которые минимизируют нагрузку на природу и позволяют сохранять конкретные виды живых организмов и целых комплексов. Нужно здесь сказать еще и следующее. Сами живые организмы, они тоже идут нам навстречу, они приспосабливаются к нам. Я могу вам сказать такую вещь, не уходя далеко. У нас в городской черте
среди птиц гнездится целый ряд видов рядом с нами, которые включены в Красную книгу. Если вот сегодня выглянуть вот это окошко и посмотреть на кедры, стоящие здесь, мы можем увидеть маленькую такую птичку, которая называется черноголовый поползень. Она очень редкая, включена в Красную книгу, но она живет рядом с нами и чувствует себя, судя по всему, достаточно комфортно. Да? Можно сказать о соколе сапсане, который вообще находился на грани исчезновения в мире в целом. Сегодня этот вид у нас можно встретить в городе, а что интересно, в крупных городах он приспособился, то есть идет процесс синантропизации, когда дикие животные приспосабливаются к жизни рядом с человеком, если человек их не беспокоит. Например, на здании МГУ гнездится вот этот сокол сапсан. Можете себе представить огромное здание МГУ, и там где-то он нашел себе какое-то местечко, и он там выводит птенцов. Надо сохранить места, да, наиболее приближенные к естественным условиям. И когда мы говорим о строительстве, мы хотим, чтобы наш город, наше побережье было красивым, удобным, комфортным. Мы тоже все за это. Но при этом мы должны всегда помнить, что строительство любого сооружения, тем более если оно большое, или развитие какой-то инфраструктуры, какое воздействие она окажет в целом на окружающую среду. Еще одна форма, о которой я говорил, это создание Красной книги. То есть это уже закон. Если вид включен в Красную книгу национальную, то есть целый ряд мероприятий рекомендуемых, которые и государство, и общество должно соблюдать. Мне не хочется касаться такой неприятной для меня темы, как охота. Да? Вот есть у нас любители поохотиться, я их охотниками не называю, которые выходят, стреляют журавлей, стреляют лебедей, стреляют другие виды птиц или там косуль и так далее. Но это просто нехорошо, здесь даже ни закона никакого не надо, просто мы сами должны, то есть не государство, а мы с вами, общество, должны останавливать этих людей. И я должен здесь сказать еще один вопрос. Дело в том, что в традиции нашего народа есть целый ряд ограничений, табу, правил отношения к природе, которые не нарушались, а если нарушались, то очень жестко осуждались самим обществом, не государством, а обществом. Я вспомнила один сюжет из «Искандера», там, где он говорит о рыбаке Мигрельце, которому удавалось выловить барабульку, и потом общался с рыбой и говорил: «Это рыба барабулька, а мне интересно, что эта рыба обо мне думает». Я знаю, как философы отвечают на вопрос о том, осознают ли животные и птицы свою уникальность. Мне было бы интересно узнать от орнитолога ответ на этот вопрос. Животные и птицы осознают свою уникальность? Я думаю, что да, потому что они абсолютно точно узнают себя и себе подобных, и очень четко определяют опасность или неопасность, которая исходит от окружающего мира. И вот мне бы очень хотелось, чтобы они не только осознавали себя, но еще и осознавали нас с вами, да, как объекты неопасные для них, как объекты, как люди, которые не могут принести им никакого зла. А этого можно достигнуть, и примеров тому много, когда, скажем, по национальным паркам Африки или, значит, Южной Америки путешествуешь, а у нас Роман Саидович попутешествовал по этим местам, он рассказывает, я, говорит, подошел с фотоаппаратом вплотную вот к такой птичке, она чистила перышки, так, значит, повернулась, посмотрела на меня и продолжила свое дело. А он вот буквально в упор ее сфотографировал. Это говорит о чем?
Животное не видит опасности в человека, но мы должны приучить ее к этому. Спасибо большое. Лекция очень важная не только для студентов. Студенты в основном получают хорошие знания, особенно на факультете, конечно, профильном. Да, но я думаю, что для нашей аудитории, которая смотрит эту передачу, тоже это очень интересно. И особенно для тех, кто несет, скажем так, более прямую вот ответственность за то, чтобы мы берегли то, что мы имеем. Да, мы должны быть, наверное, благодарны судьбе за то, что мы родились в таком регионе, среди такого биологического разнообразия. И мне отрадно отметить то, что у нас есть ученые, которые могут определить важные стратегии. Вот то, что сегодня прозвучали, 2 важные стратегии, это как изучить и сохранить, это уже говорит об уровне нашей науки именно в Абхазии. И, конечно же, каждый из нас должен делать все для того, чтобы вот такой очень важный закон, как я это понимаю, да, для биологии, особенно для этого направления, о котором мы сегодня говорили, касательно биологического разнообразия и его сохранения, что, видимо, все зависит от того, какое будет соотношение между принципом вымирания видов и принципом образования новых видов. Я не биолог, но я извлечение такое Всё сделала очень для себя. Наша лекция подошла к концу. Спасибо большое. Это была кафедра лекции на абхазском телевидении.